Здравствуйте, дорогие якутяне! В эфире новости без цензуры и пропаганды от фонда «Свободная Якутия». Сразу несколько официальных источников сообщили о госпитализации спикера Илтумена Алексея Еремеева. Председателя Госсобрания забрала скорая помощь с диагнозом гипертонический кризис в перерыве между заседаниями. Неофициальный источник Торбозного радио сообщил, что Еремеев явился на заседание с похмельем. Он также пояснил, что слухи о болезни спикера ходят давно. Еремеев не раз лежал в наркологии по этой части. Об этом даже имеются записи в журнале учета приема пациентов. Причем отмечается, что за Еремеевым такое наблюдается еще с 5-го созыва. В Якутске прошла встреча госслужащих и представителей недропользователей. Если кратко, то надзорные органы пытались усовестить золотодобытчиков тем, что многочисленные факты указывают на загрязнение реки Алдан. Местные жители жалуются на помутнение реки и окрашивание ее в зеленый цвет. Тенденция ведет к тому, что рост загрязнений реки продолжит увеличиваться в 2024 году, а жители села Угаян, использовавшие Алдан как источник питьевой воды, в этом году лишились такой возможности из-за многочисленных загрязнений. Представители недропользователей, как сообщает Якутия-Инфо, ответили, что это не они сбрасывают вредные вещества, а их враги. Мы, в свою очередь, отметим, что подобное отношение к очень важному водному ресурсу может привести к экологической и экономической катастрофе в регионе. Телеграм-канал «Якутия-24» сообщает о том, что зарплаты в Якутии выросли на 40,5% за 4 года, и средняя теперь составляет 96 700 рублей. Не знаем, как у остальных, но как минимум у одного якутянина зарплата точно подросла. Депутаты от «Единой России» почти единогласно утвердили размер зарплаты спикера Совета депутатов Мирнинского района Якутии, их однопартийца Павла Шелихова, в размере 817 800 рублей в месяц. В год размер жалования составит 9 800 000 рублей. Это без учета ежеквартальной премии в 300%. Основная цель депутатов районного совета – это именно развитие всех поселений, а также уровня жизни жителей Мирнинского района. Каков молодец, видать, уже с себя начал. Напоследок о хороших новостях. Сборы фильма режиссера Константина Тимофеева «Локут Уонна Нюргугун», прокат которого начался 21 сентября, превысили 20 миллионов рублей. Картина стала второй якутской самой кассовой картиной после фильма «Айта» режиссера Степана Бурнашова. Для сравнения, фильм «Чужая» собрал чуть больше 12,5 миллионов рублей в России и СНГ. И, как сообщает Саха-Ньюс, сборы якутского кинематографа с начала текущего года уже превысили исторический максимум, зафиксированный в 2022 году, и составили 80 миллионов рублей, что, конечно, не может не радовать. На этом все. До скорой встречи.